Приветствуем зрителей телеканала ТНВ. Сегодня мы берем интервью у Дины Насыровой. Она на данный момент проживает в Минске, в Беларуси, и переехала туда из Казани. Здравствуйте, Дина. Расскажите, пожалуйста, сколько вы уже проживаете в Беларуси, да, когда вы переехали, и чем вы занимаетесь? Мы живем в Беларуси уже полгода, мы приехали в январе. Я айтишник, тут очень много айтишников из России и из Казани тоже в том числе. Продолжаете ли вы работать в IT-сфере, в этой отрасли? Прямо сейчас я в отпуске, так совпало. Мгм. Да, я рассчитываю продолжать. То есть, нельзя сказать, что все остановилось в этой отрасли, потому что компания работает. Но я рассчитываю выйти в понедельник и продолжить. Да. Такой вопрос. Вот действительно ли Беларусь считалась центром IT в Восточной Европе? Ну, то есть, правда ли вот об этом говорили? И в чем этот феномен такой белорусской Кремниевой долины, так скажем? По ощущениям, это действительно так. Очень много компаний здесь работает. Есть предположение, что налоговые льготы как-то помогли стать Беларуси Кремниевой долиной. То есть, зарплаты, видимо, не такие большие, как во всей Европе, еще плюс налоги от государства, плюс то, что в постсоветском пространстве очень хорошо давали математику в школах. И, собственно, и то, что, видимо, в России вовремя очень подоспели санкции, поэтому очень много людей снялось в Беларуси. Можете ли вы рассказать, какие известные проекты создавались? Знаешь, что здесь много хороших компаний начиналось, да, говоря про ЕПАМ, например, огромная компания. Я знаю, что Плейтика, например, здесь, да, который тоже создает игрушки. Прямо скажем, я не спец, да. Чем вот именно вы занимаетесь? Проектный менеджер, руковожу проектами, собственно. Вот такой вопрос. Как вы думаете, что будет с IT-сферой, да, на фоне происходящего сейчас в Беларуси? Тяжело сказать. То есть пока непонятно, что будет в самой Беларуси, да, что будет, если дальше будет продолжаться экономический спад, да, что если дальше будет продолжаться волнение на улице, то очень многие люди могут просто уехать, потому что Европа рядом. Вот. И сами компании тоже могут начать выводить людей. Может, и такое случится. Мгм. То есть вы для себя не исключаете вероятность того, что вы можете переехать в ближайшую соседнюю страну по работе? Исключаю, да. Такое может тоже случиться. Могу вернуться, если будет затяжное, если тут очень надолго это все, если очень надолго будут волнения, очень долго будет страшно просто выходить на улицу, да, то, конечно, у меня 2 детей, мне придется, конечно, ехать. Хочется сразу, продолжая вашу, так сказать, тему, да, вы сказали про детей, и хочется сразу спросить, не пострадала ли ваша семья, кто-то из ваших близких в протестах, которые проходят в Беларуси? Нет, слава богу, не пострадали, и среди наших друзей никто не пострадал, слава богу, да, но то, что ситуация очень тяжелая, и то, что люди все в шоке от того, что происходит, это действительно так. Как вся обстановка происходящая повлияла именно на вашу работу, на вашу сферу, так сказать? Я знаю, что есть коллеги, которые выходят на митинги, да, их немало, но тем не менее работа не останавливается. Вот. Тем не менее проекты идут, так что повлияло, конечно, на работоспособность, но я не могу сказать, что это прям как-то критично. Да? Вы имеете в виду в психологическом смысле на людей? Когда я написала вам по поводу интервью, да, чтобы поговорить с вами, вы сказали, что вам нравится все, что происходит сейчас в Беларуси. Объясните, пожалуйста, свою позицию. Давайте я начну, наверное, с того, что люди все выходят в белом, они выходят с цветами и шариками. И их позиции не насилие, да, и они, мне кажется, что они правы, потому что
мы все имеем право на настоящие выборы, где мы можем сделать свои волеизъявления, и нас услышат, да, ну, как бы это какие-то ценности, которые прививались нам с детства, и, ну, как бы люди считают, что они имеют право на честные выборы, вот, но они применяют тактику ненасилия, и это просто потрясающе, да, на улицах дети, на улицах пары, все в белом, все с шариками, все с цветами, и никто не собирается, да, там, строить какие-то баррикады и убивать. Вот. И они мне... Ну, я могу быть неправой, да, но эта тактика, которая была выбрана в Индии, она называется сатьяграха. Ну, как мне кажется, я могу быть неправой, да, я не политический деятель. Вот. И в свое время Махатма Ганди так целую Индию отстоял. Вот. Ему хватило сил, ему хватило, то есть он считал, что он прав, что Индия – это их страна, и что англичане должны убраться. Ну, собственно, и они это сделали. Вот. И мне кажется, что у людей, которые именно так подходят, к делу, они считают, что они правы, и они привержены, как бы своей правоте. И они не собираются никого убивать, насиловать, да. Но у них есть реальный шанс победить, и при этом, как бы не испачкаться, так скажем, да, в крови. Вот. И это, с моей точки зрения, это прекрасно. Это очень-очень заражает, этому хочется сочувствовать, да, и за это хочется держаться и желать им победы и успеха. Вы сказали по поводу митингов, когда женщины, да, вышли с шариками, с цветами в белом. Это ведь случилось после того, как были те самые плохие, назовем их так, мягким таким словом, протесты, когда людей уже избивали и даже кого-то убили, к сожалению. То есть вот эти мирные митинги начались после того, как произошло что-то плохое. Вы представляете, да, то есть люди вышли, несмотря на то, что они знают, что их могут убить, да, посадить, и они вышли, опять же, с тактикой ненасилия. Конечно же, не может не восхищать, понимаете. Скажите, пожалуйста, выходите ли вы на митинги или кто-то из ваших знакомых, вы уже упомянули коллег, не знаю, из семьи? Смотрите, да, с одной стороны это заряжает, да, и очень заражает, с другой стороны, я все-таки гражданка другой страны. А как ни крути, и, у меня нет ощущения, что я имею какое-то право здесь выражать свой голос, потому что я могу поддержать, да, я могу словами сказать, что я восхищена, но идти на улицу, мне кажется, у меня нет морального права. Кто бы не победил, эту страну ждет достаточно серьезный экономический провал. Вот, и это им решать, как идти дальше. Из вашего Facebook мы увидели, что вы недавно ездили в Турцию, да, отдыхать, то есть вы не застали начало протестов? Я не застала начало протеста, но, однако, у меня здесь друзья, и я подписана на все эти каналы, и я видела, что происходит. Я видела, какую травму наносится вообще целому народу. Я плакала, честно говоря. Мне кажется, По-моему, весь мир плачет и переживает сейчас за белорусских людей. Опять-таки, невозможно не затронуть эту тему, да, говоря с человеком, который живет в Беларуси. Вот сегодня мы знаем, что 13-й день протестов. И хочется спросить, какая на данный момент обстановка в Минске? Смотрите, да, в принципе, есть улицы, да, на которых идет митинг, да, и на них много народу. А все остальные улицы, они живут как жили. То есть нет такого ощущения, что что-то изменилось глобально. Также работают магазины, не знаю, входят люди, выгуливают детей. То есть нет таких глобальных изменений в повседневной жизни, я бы сказала. Опять-таки, из СМИ мы видели, читали, да, то есть люди выкладывают видео, где они говорят, что вот когда у вас как раз-таки был этот информационный вакуум, так скажем, когда у вас отключили там интернет, по телевидению показывали то, что им велели показывать, так скажем, и люди писали о том, что мы не знаем, что происходит рядом, вот в соседнем районе. Сейчас интернет работает, да, и перемещение свободно. Сейчас все нормально в городе.
хотелось бы расспросить о вот ваших постах, да, на Facebook. В них очень много таких постов, размышлений, так скажем, про детей, каких-то жизненных ситуациях. То есть вы увлекаетесь психологией. Да. Да. Скажите, пожалуйста, мне кажется, вот для человека, так как вы работаете в IT-сфере, да, для человека с таким техническим, так скажем, складом ума, это достаточно удивительно, что вы интересуетесь психологией. Не очень, на самом деле, потому что моя работа же не программирование само, моя работа собрать людей и вести команду. Да, люди — это все-таки каждое отдельное существо, и то, как ты соберешь команду, это, в общем-то, ну, твое искусство. Вот, как ты умеешь общаться с клиентом, это тоже твое искусство. Так что, ну, я не могу сказать, что все проектные менеджеры увлекаются психологией, но однажды, ну, так или иначе, они наверняка начинают читать книжки про то, как собрать команду, как общаться с людьми, вот, а оттуда до психологии рукой подать. Мгм, мгм. Ну, то есть это вам по работе пригождается, как да? У вас есть вот ответ на вопрос, почему белорусские силовики действовали, скажем, настолько жестко по отношению вот к протестующим? Нужно подавись, тем быстрее, тем лучше. Ну, я не знаю, ну, то есть я же ведь не политик, и, ну, я как человек ни за что бы так не сделала, ну, то есть у меня, ну, не укладывается в мозгу никак вообще, вот, что произошло, мне правда тяжело, вот, поэтому делать какие-то предположения, ну, понятно, что надо подавить, но почему так, я не скажу, Мгм. потому что мне, ну, тяжеловато даже думать об этом. В своем блоге на Facebook вы написали: понятно, почему людей избивают, чтобы озлобились и испугались, да, и больше не выходили. А если они не озлобятся и не устрашатся и будут выходить следующие 2 месяца, 3, полгода, это будет, конечно, событие, которое перевернет все. И в России тоже аукнется. Вы можете это объяснить? Вот Вам не кажется, что уже все знают, что Навального отравили, например? мы видели эти новости, последние СМИ, да, но оказалось, что пока это не точно, что его отравили. Тем не менее, информационный, как бы, информационный повод уже есть, да, и, ну, чувствуется, что, ну, как по мне, это ответ, я могу быть не права, конечно, да, но и то, что мы все постсоветское пространство, мы все в похожей ситуации, и, ну, как бы люди ведь российские смотрят. Мы смотрели на Украину, и то, что там происходило, нас сначала вдохновляло, вы помните, да, а потом, ну, потом пугало, наверное. Вот. Сейчас мы точно так же смотрим на Беларусь, и мне кажется, это не может не отзываться. Также был пост, где вы выложили скриншот, да, со словами, ну вот из школьного чата. Вы понимаете, о чем речь? Ага. И сразу возникает такой вопрос, можно ли сказать, что девушки спасут Беларусь? Потому что именно девушки, у нас, как мы знаем, вот одетые в белые, вышли, да. Ну, Тихановская, да, начнем с этого, девушка, да, и она пытается, ну, да. Ну, на самом деле, весь белорусский народ должен, ну, не знаю, мне кажется, они все себя ведут сейчас как герои, девушки, не девушки, и бабушки, да, там выходят, дедушки, семейные пары, даже дети есть на демонстрации. То есть, ну, я бы не стала зациклиться только на девушках, хотя они, конечно, ведут себя очень геройски. Нравится жить в Белоруссии? Ну вот, когда вы только переехали, какие у вас были, то есть, ощущения? Может быть, какой-то культурный шок? Конечно, я говорю о времени до сегодняшнего момента, да? Да, у нас был, ну, мне, во-первых, очень нравится жить в Беларуси. Про культурный шок, ну, конечно, это постсоветское пространство, все говорят по-русски, да, но, однако ж, они очень-очень, ну, они от нас отличаются, правда. И Вот мне чем? они очень добрые, да, ну, и гораздо отзывчивее, что ли, вот. Я не говорю, что мы не очень, да, но мы все-таки северный народ, да, и до нас еще достучаться надо. Я прошу прощения за шум, это не запланировано. Это соседи. Соседи, да. И, ну, было много случаев, когда люди просто срываются помогать, да, ну,
том, что мы не знакомы, при том, что, ну, но то, что люди приветливы, и то, что они очень мирные, да, то, что когда мы приехали, ну, мы, конечно же, попытались выяснить, да, как там на улицах, и мы начали спрашивать из цикла, ну, как у вас не страшно по улицам-то ходить? И это было прям удивление, из такого, в смысле страшно? Ты хоть ночью выходить, да, ну, ничего не случится. То есть это очень мирный народ, и здесь очень-очень была хорошая обстановка. Ну вот вы имеете в виду время до протестов, конечно. Я имею в виду время до протестов. Здесь было очень спокойно. Да, и можно было ходить по темной улице, и как бы люди говорили, что ничего не случится, все будет хорошо. Вот, у нас здесь не грабят и не убивают. Я помню, что забывала, по-моему, сумку, мне ее полностью вернули. То есть, и мы еще оставляли, да, мы периодически, у меня 2 детей, мы периодически оставляли вещи, вот. И мы как-то оставили игрушки в парке, ну, представляете, игрушки в парке, да, что такое? Ну, как бы, дети, да? Вот. И мы вернулись за ними через 2 часа, они лежали в том же месте, на самом видном месте, и, ну, как-то никто не взял. Там бегали дети вокруг, вот. И, ну, настолько люди воспитывают своих детей, что, ну, как бы это чужое, что такое, нельзя взять. Вот. И игрушка будет лежать, пока не вернется хозяин. Но это, конечно, восхищало, да. Что вам нравится больше всего в Беларуси? То есть мы знаем то, что там красивая архитектура. Архитектура, да, здесь очень красиво. Ну, помимо Минска, да, здесь же очень много мест, куда можно съездить. Здесь есть замки очень много, усадьбы старые, сохранившиеся. Ну, в Татарстане этого всего нет. Тут можно отъехать на 3 часа куда-нибудь там в любую сторону, наткнуться на какой-нибудь замок. Вот. И, ну, большая часть отреставрирована, можно зайти, да, посмотреть, как внутри. Вот. Здесь природа очень красивая, прям очень. Тоже куда ни поедь. Вот. Озера очень красивые, меловые карьеры, вот мы ездили, очень похожие на Мальдивы. Ну и самое главное, люди, конечно, очень добрые, душевные, отзывчивые. В начале нашего интервью вы упомянули, что там достаточно много людей из Татарстана, да? То есть вы с кем-то общаетесь, и есть ли там люди вот именно тоже из Казани, как вы? Есть, да. Найти, конечно же, больше всего, да, но я знаю еще, по крайней мере, 2 татар, которые здесь живут из Казани. Вот, не обойтись. Вот. Так что у нас достаточно много, да. А с теми, кто айтишники, да, ну, мы все из одной компании, мы поддерживаем общение. Да. Дина, спасибо вам большое.